Курбиш Ганиев на улице Зязикова живет не один десяток лет. Дорога к Джума-мечети долгое время была в неприглядном виде. Теперь же здесь есть все условия не только для прихожан мечети, но и для всех жителей улицы. Изменения стали возможны благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В 69 году ушвенусо 9 мая. Каким должна быть эта территория, горожане определяли сами голосованием в соцсетях. Все это делается для удобства наших граждан, чтобы им было комфортно, удобно, и дети могли пройти школу, и родители с ними, и проехать, и пешком их отвезти. Здесь освещение дополнительно тому, что весь процесс проходил безопасно, что для нас, я думаю, всех это в первую очередь важно. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды только в Карабулаке благоустроено за последние 7 лет более 40 территорий. Разработали специальный дизайн-проект и этого сквера ветеранов. Очень интересная детская площадка. И, насколько я знаю, мониторить ситуацию, встречаясь с нашими жителями, и сам здесь бываю со своими внучками, внуками, детьми, люди довольны. Все-таки это место отдыха. И действительно сюда вложены и средства, и потратить большой труд, услышанные пожелания граждан. Действительно создан такой объект, где можно отдохнуть. А уже в 2021 году в Карабулаке появилась еще одна территория в рамках нацпроекта. Для жителей города благоустройство мини-стадиона на улице Кирова – событие долгожданное. Район активно застраивается, а людям не хватает зон для отдыха и досуга. Лавки, урны, все то, что необходимо для функционирования данного объекта. Воркаут-площадка, к нему прилагается освещение. Освещение столь качественно сделано для того, чтобы люди могли и вечером, и ночью заниматься. Нацпроект «Жилье и городская среда» запустили в 2019 году. За это время по всей стране благоустроено более 56 тысяч скверов, аллей, парков и дворов. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.